Здравствуйте, уважаемые болельщики. Заключительная прямая трансляция из Якутска, из места Усть-Хатынь, где здесь проходит сегодня крупнейший национальный праздник Исах. И сейчас вот этот танец будет открывать финалы абсолютного чемпионата мира в абсолютной весовой категории. С вами Владимир Иваницкий, комментатор, и Роман Гришин. Ром, приветствую тебя. Привет, Владимир, и приветствую всех, кто подключился к нашей трансляции. И действительно скажу, что очень много людей сегодня присутствует на Исахе, и многие из них, вот мы походили тут с микрофоном, с камерой, поспрашивали, они очень ждали вот именно вот этого финала абсолютного первенства. Ну, к слову, нужно отметить, что параллельно сегодня стартовали тоже очень интересные популярные состязания игр Дыгына. Это своеобразное многоборье якутское, в рамках которого один и тот же спортсмен, ну вообще сюда проходит отбор, сюда лучшие попадают, проходит целую цепь состязаний. И они настолько разносторонние, что чтобы их выиграть, нужно быть комплексно готовым, потому что там есть силовые дисциплины, как масс-рестлинг, как хапсагай борьба, но также есть переноска камня, тяжелейшая Да, это вот задача. что-то в стиле просто силового экстрима. Плюс стрельба из лука. Люди с луком, кстати, здесь ходят эпизодически, причем это лук такой большой. Он, ну, классический лук, да. Такое ощущение, что да, такой большой английский лук, вот по росту, если смотреть, он действительно вот там где-то по шею человеку, если его на землю поставить. Плюс сюда еще входит бег. И якутские прыжки, и удивительное упражнение, это чисто тоже якутское изобретение, якутская вертушка. Ну, а сейчас нам представляют вот эту шестерку фактически сильнейших. У нас всего лишь 6 поединков, 3 в женских состязаниях и 3 в мужских. 2 бронзовых поединка будет и, соответственно, финал. Я не знаю, скорее всего, какая-то интрига, возможно, будет в финале, потому что, особенно в мужском финале, там сойдется молодость и опыт. Лидер нашей команды, Виктор Колебовчук, пробивался очень непросто. Накануне, вчера, когда были отборочные полуфинальные состязания, у него с первого круга настолько серьезный бой дали лидеру, в чем наши спортсмены. Он из 5 схваток проходил состязания. И там постоянно были вызовы, то есть бросались как раз челленджи, потому что были не согласны. Там очень равные были схватки, потому что и падения там очень буквально на долю секунды отличались эпизоды, когда падал один, и его соперник Владимира, и сам Виктор тоже падал. И поэтому, да, там получилось, как у нас и в предыдущем дне, тоже был такой просто абсолютно валидольный поединок, когда палки ломались 2 раза. И здесь то же самое, что только лишь там, с 6-й попытки удалось определить, кто же все-таки победитель. Да, и вот этот бой дал в первом круге как раз российский спортсмен, молодой Эрчин Бапагай. Но еще один молодой, который пробился в финал, Евгений Попов, по-моему, самый молодой из участников этих соревнований. Но спортсмен, у которого, судя по тому, как он подходит к делу, нет авторитетов. Вот выходят на арену как раз те, кто будет принимать участие. Да, всем запомнился как раз еще спортсмен из Тога. Он как раз именно с Эрчимом Бапагаем и будет соревноваться. Аликбин Икаджур. Многие отметили, что спортсмен с уникальными данными. И буквально я слушал тренеров, хотят его сюда пригласить, потому что реально из него можно делать мощного масс-рестлера. Да, вчера как раз тоже тренеры говорили о том, что им бы многим из этих парней, кроме физической силы, дать еще и техники, и они вообще станут непобедимыми просто. Итак, слово президенту Международной Федерации масс-рестлинга. Dear guests, athletes, referees, and everyone, today is a festive celebration. Бастадан туран улуу туймаада хочотугар ытык мааны үс хатын сиригер үрүң тунагы хыагы халлыбытынан республикабыт хүс сыла толбытынан ититегестеннек ардалирбен когунлаң. First of all, I congratulate everyone. Уруяй халболлон бээ сакабыт сиригер.
I congratulate Күнді everyone доғаттар. on ISEC and the 100th anniversary of the Sakha Republic. Күнді доғаттар. Бейгі сақабы сіра сайдар, үйнер, кәскілләқ. Россия бір самый улахан субиеға болла. Кіне экономиката, тыятын қағастывата, культурата, үйераға, дұробия қарыстабыла, барата тәңе сайдан, үйнәні әр, бейге дәрік чаттар бұтылған кәскілләқ болдылар. Ол тоғыдынан болар бейге үтчаттар бұт, андай дуға тақсан, қанлық бағарыр спорт араз көрігер, дуаматтан, сақыматтан, тұз-туттан, мастардығы тие күрәқті әр болдылар. And of course, our republic, being the largest region of Russia, has a very thriving future and a bright future thanks to the young people who herald the friendship of nations. Ванна беге өбүгелер бет, үескеп бет, оңюларыттан самай бір интерехіне дәрі, кәскілләға, мастардығыта, белігін андайдуға, тахымығар тақсыбыта, кейіні бары үйердер, оғанда соқтырыр, бейхантан тақсадайдуға, национальны федерациялар тәріллән, білігін үләлі қамсы жаллар. And it is absolutely exciting that the games of our ancestors are now represented at the global arena thanks to mass wrestling. Республика бұд сүйсіліғаранан беге андайду чемпионатын мұжақускай коракка ұйтан, төрдон бір дойдуттан арас күйістәқ мажынылар келен, мүккі күні бұға беге Жокускай корап бұтығар күрақтасылар, онна Россияғара болбаққа андайдуға улахан бейхеревілілілер. Андайдуға улаханны көрдірділер. Россияға сақасырығары болбаққа телевиденияннан, радияннан, интернетінан олыс интерьерге әтілер. And these 2 days that brought together athletes from 41 countries are celebrated not only here, but it enjoyed a wide coverage all around the globe. Ondan kündü dağıtlar. Bu bihege mastardığı andaydı taksarıgar. Ulahanlı kömel öspet barı sponsordarga. Respublika правительствотыгар. Tıgınдар xanıgar. Беге бағалық пытығар Айсен Сергеевичка правительствоға онна кенинетері себет сахада спорт күрдік, спорт министерстветі, Россия министерствелері улаханны көмел өспеттерігер, улаханны мақтаныған, онна көмел өйіқтірі дейін беге улаханны кәрін әбет. And I would like to thank everyone involved, all the fans, supporters, sponsors, and the government of the Sakha Republic. Ona бүгінгі ұйаққа бейге самай күйістақ мажынылар бұд. Bu absoluta çempionaka bu iki günne kurakta hitiminen kıybıt bihimacınılar bıt bu hatırdar bıt bugün kişiler onan kinlerge sitileri bağırıyor. And let's wish good luck to our strongest Majanis today. Uruya hal bolun bihege macınalar bıtıgar bihege sakabı sirigar uruy 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 Хал, айхал. Итак, в атмосфере полного единения и волнительного ожидания мы начинаем наши соревнования в местности Üskhatyn. It is high time to start the Это battle. было изначально единственное отличие тенты помост. Ну и, А да, вообще- и немного экипировки еще. Да, а вообще национальные праздники проходят на земле, на траве. И вот если вам видно, как здесь зрители на трибунах битком, многие не могли попасть, потому что дисциплина очень азартная, очень понятная. Ну, кто смотрел нашу трансляцию, успели убедиться в предыдущие дни.
Да, и вот сейчас как раз у вас вся панорама площадки. Здесь действительно яблоку, как говорится, негде упасть, потому что люди сидят прямо на траве, сидят с зонтиками, защищаясь от солнца, потому что сегодня солнце в зените, практически нет облаков, так редкие на горизонте есть и очень жарко. Ну, и если обратили внимание, на самой арене здесь две площадки. Площадка для масс-рестлинга, вот установлена как раз доска и сама платформа. И чуть правее, когда общий план будет появляться, обратите внимание. Классический борцовский ковер. Ковер. Это означает, что после чемпионата мира здесь начнутся вот игры Дегина, в рамках которой опять-таки входит масс-рестлинг и Хапсагай. И вот этот ковер как раз для якутской борьбы. Хапсагай очень своеобразный. Побеждает тот, кто сумел противника бросить на третью точку опоры. То есть, если ты, защищаясь условно от какой-нибудь ложной атаки, хотя бы коснулся пальцем ковра, считается... Ты проиграл, да? То есть здесь бросок с падением на спину, с упором ноги в живот не пройдет точно. Да, не получается. И очень много из-за этого своеобразная должна быть координация, очень много нюансов технических. Ну что ж, представляют сейчас как раз девушек, начинают женских соревнований. Спортсменка из Бенина пробилась в бронзовый матч. Ей будет противостоять представительница Киргизии. Тресория Гантали и Назия Майлибашева. Тресория представляет Бенин, и Назия представляет Киргизстан. У Киргизстана вообще очень сильная сборная на этом чемпионате мира, и они вчера оказались в медалях, то есть две девчонки завоевали 2 золота. И в целом именно, пожалуй, киргизская сборная, они нашей сборной самое серьезное сопротивление оказали. Ну и надо отметить, что в финале женской абсолютки как раз Татьяне Баишевой будет противостоять именно киргизская спортсменка. Что не хватает, вот честно говоря, на сегодняшний день, мне не хватает, например, антропометрических данных. Рост, вес, это же абсолютно весовая категория. Иногда разница бывает ощутимая. Понятно, что здесь вряд ли появятся спортсмены из веса 55 килограммов. Ну да, у них шансов-то совсем немного здесь. Хотя изначально вид спорта начинался, ну как все традиционные, нету весовых категорий. Да, все со всеми. Выходит. Итак, начинается первая схватка, занимает стартовую позицию спортсменки. Еще раз напоминаем правила, все очень предельно просто. Первый спортсмен выбирает хват, или внутренний, или внешний. И по команде Че стартовой, ну для этого палка должна быть параллельно доске упорной установлена. Вот этот момент очень сложный, потому что борьба начинается на самом деле заранее. Уже включаются серьезно спортсмены заранее. Да, сейчас увидите, как только они возьмут хват, сразу же начнут друг друга вот так потихонечку раздергивать в одну, в другую сторону, а рефери как раз следит над тем, чтобы палка была четко над доской для упора. Вот сейчас она как раз больше на стороне спортсменки из Бенина была. Да, и здесь принципиально важно не пропустить вот этот старт, вовремя включиться. Больше угол у спортсменки из Бенина, ноги заряжены, более открытые ноги у девушки. Но ей это не помогает. Да, не помогает. Из Киргизии. Ну, Роман отмечал уже, что киргизы технически подготовлены очень здорово. И здесь это вторая сборная, которая оказывает серьезную конкуренцию. Достаточно легко. Первую схватку выиграла 1-0 Малибашева Назия. Смотрим, как это было. Потянула соперницу на себя. И здесь захват уже сорвался. У Трезории, видели, вот левая рука отпустила, а одной рукой ты уже не удержишь, потому что напряжение очень-очень сильное. Мне довелось попробовать самому, и там, конечно, вариантов, когда ты держишь одной рукой, просто нет. Это несмотря на то, что многие спортсмены еще в состоянии удерживать палку непосредственно прямо кончиками пальцев. То есть они уже сами-то разогнуты, ладонь разогнута, но на кончиках пальцев еще палка держится. Вторая схватка. Теперь внутренний захват. Малибашева Назия берет. Очень высоко кисть, пытается кисть поправить судья, но до конца не поправил, хотя это, судя по всему, не повлияло на финальный результат. Да, мне кажется, что вторая попытка у Назии получилась даже легче, чем первая, то есть ей сопротивление Трезория уже не оказала.
Да, и в итоге бронза у Назимы Либашевой. Наше поздравление. Первая медаль в абсолютке разыграна. Еще раз обратите внимание, левая кисть Малибашевой очень круто заряжена. Это на всякий случай, ей не понадобилось даже газовать. Вот, выкручивать эту кисть. Она чисто за счет тяги ногами и спины решила вопрос. А так это используется момент, чтобы и выкрутить еще саму палку. Да, как раз да, вот тот самый прием газ, это от ручки газа мотоцикла. Для того, чтобы добавить скорости, вы должны эту ручку повернуть на себя. Вот примерно то же самое с палкой происходит. Представляет нам Кристину Кочесокову, спортсменку из Кабардино-Балкарии. Да, как раз, как было сказано, из самой высокой вершины Эльбруса, Европы, да, да. как раз с Эльбруса, сразу я сказал, да, эту вершину. Да, противостоит Кристине Гульноза Рыджабова, которая представляет Узбекистан. И как раз вот, да, к вопросу об антропометрических данных, здесь видим, что они существенно отличаются. Да, мощь на стороне российской спортсменки. Она, кстати говоря, в полуфинале в упорной борьбе уступила накануне Татьяне Байшевой. И здесь, да. Но тут, да, конечно, вариантов очень мало было для Гульнозы. Также еще отмечаем, что вот как раз вы сейчас на экранах видели, схватки по масс-рестлингу, они проходят под традиционную музыку. И как раз у нас вчера и позавчера вообще-то целый оркестр был. И варган, Выводящий, да. да, играл, и как раз барабаны, и вообще национальные инструменты, и пение было. Ну, то есть все так вот атмосферно и антуражно. И мне всегда вспоминается в этом отношении тайский бокс, который тоже обязательно проходит под, Да, под национальную музыку. тайскую музыку. Это добавляет как раз еще и настроение, в том числе и самим спортсменам. Ну и ритм, и колорит традиционный, безусловно, да, барабанный бой, это и боевая история. Знаем, что в древности войска тоже, когда сходились под барабанный бой, все это было. О, да, кстати, первый рывок сейчас, да, то есть это не старт еще, да, но натяжение уже Так, пошло. Да, уже полностью вытянуто. Но здесь чуть подольше посопротивлялась Гульноза, но тем не менее ее уже начала перетягивать на свою сторону Кристина Кочесокова. И со счетом 2-0 она одерживает свою победу, завоевывает бронзовую медаль. Да, Киргизия и Россия выигрывают бронзовые медали в женской абсолютке. Ну а сейчас как раз Киргизия и Россия сходятся в финале. Российская спортсменка, еще раз отметим, это дочка легендарного атлета. Поэтому так и встречает легендарного атлета Анатолия Байшева, который выигрывал и игры Дегына, вот это многоборье, который выигрывал и абсолютный чемпионат в масс-рестлинге. Хотя эпоха официальных стартов достаточно молодая. Первый чемпионат мира в 2014 году проходил в Якутске. Сейчас 4-й. Да, это учитывая, что 2 года еще было пропущено. Да, из ограничений всевозможных соревнований не проводились. Буквально перед соревнованиями Анатолию вручили очередной приз. Он уже не выступает как профессионал ни в играх Дегина, ни в масс-рестлинге, но как тренер, как отец, конечно, вкладывает абсолютно все и верит в свою дочку. Балатбекова Эльдана в красном, россиянка в синем. И тоже, да, видим большую разницу В массе в разница. габаритах, да. Но длина рук и ног, в принципе, достаточно хорошая. Тоже растянутость мышц, важное качество. Уверенно смотрит в глаза. Молодая спортсменка. Она в ранге чемпионки мира выступает в тяжелом весе. Да, ну и начинает, конечно, публика скандировать «Таня, Таня». И, да, вот так даже отрывая одну ногу, тем не менее, Татьяна Байшева все равно забирает палку у своей соперницы. Первая попытка за ней.
Ты знаешь, очень интересный всегда психологический момент, единоборский такой в боксе, часто встречающийся, когда в глаза смотрят соперники или соперники. Ты помнишь, Видно, кто горит, кто нет. когда Попов в финале состязался в первый день с киргизом, с этим могучим, вот киргиз как-то заводился, смотрел на палку. Он очень зло смотрел. Да, на причем. палку смотрел. А Попов, он в глаза. Он смотрел в глаза, пытаясь понять состояние соперника, но так взглядами не встретились. Здесь Татьяна совершенно спокойно наблюдала. Посмотрим сейчас вторую схватку. Она первая берет внутренний хват. Внешне теперь у Эльданы. От ваших аплодисментов зависит многое. Давайте поддерживать. Эльдана дает натяжение. Ну, тоже вот сейчас так глянула. Ну, да, видно, да, что она просто, мне кажется, для удовольствия это еще делает. Она тоже понимает, что, может быть, не так много у нее вариантов, но все равно сопротивляться попробовала, но не получилось. Татьяна Байшева 2-0 и золото абсолютного чемпионата. Эта юниорка становится двукратным чемпионом мира здесь, в Якутске. Первый день она выиграла в тяжелой категории и сегодня завершает турнир второй награды. Ну что ж, достаточно большое будущее у этой девушки, да, если в таком юном возрасте легко разобралась в двух финалах. Россиядыттан кейсер Эрчим Баппагай, Сағайра Үйебілі, Генен Отардаққыға Африкадай тұтыттан туғы государствоттан Никодур Абдулхани Алекбин. И теперь поединки за третье место мужчины. Эрчим Баппагай, встречаем. И Нагалесский исполин. Никуджур Абдулаки Алекбин. Того. Олон қоғ өпсенер. We begin the men absolute category matches for the third place. The first pair of athletes, red side, Erchim Bapagay, Russian Federation. Abdul Khalil Olekbin Igajur, Bangladesh Republic. Итак, готовится бронзовый матч с участием очень колоритного, интересного танголезца. Ну и Эрчина Баппагай, который дал настоящий бой Виктору Калибовчуку в личных состязаниях. Российский спортсмен. Да, и надо отметить, что Алекбин тоже, он с Виктором пересекался. Здесь как раз в движении своем по абсолютному первенству. Но шансов, конечно, Виктор ему не оставил никаких. Но, тем не менее, Алекбин достаточно такой харизматичный, интересный спортсмен. Но пока берет в основном силой, а не техникой. Но, с другой стороны, он всегда играет еще лицом на публику. Ну и на соперника. Да, и многие тренеры, местные тренеры, российские, прежде всего якутская школа, отметили, что этого парня нам бы хотя бы на полгода. Данные фантастические. Эрчин сумел вырвать Алекбина, причем он, знаете, несмотря на такую мощную мускулатуру, он очень тягучий. Это вот свойственно темнокожим спортсменам, атлетам. Почему вот в двигательных дисциплинах, особенно в легкой атлетике, они обладают и стартовой скоростью хорошей, и долго терпеть могут, что он показывал на этих соревнованиях. И да, вот я еще отметил, что Алекбина, у него какая-то невероятная сила хвата сама по себе, потому что его даже Калибовчук, он опрокидывал в итоге на бок для того, чтобы Алекбин именно коснулся плечом помоста, и так тоже засчитывается поражение. И здесь, да, здесь его Эрчим просто поднял, и там уже видно, что Алекбин сам отпустил, но понял, что ему не хочется оказаться на стороне соперника. То есть, я не знаю, вот Алекбин, мне кажется, он автобус над пропастью может удержать одной рукой и не поморщиться. Теперь танголезец берет внутренний хват. Исполин, поистине огромный,
Да, ну и всегда, конечно, еще он показывал по ходу своего движения по турниру, что его вообще не волнует попытки соперника. Ну и действительно достаточно легко у этих соперников Да, палки вырывал. издевательскую гримасу создавал. Но пока не встретился с нашими парнями. Тоже стартовое натяжение. И предупреждение получает Бапагай. Вторая попытка также. Ах ты! Не удалось завязать борьбу. Короткая у нас встреча. Вот молодое поколение, которое идет на смену уже достаточно возрастному Виктору Калибокчуку. В любом случае в спорте смена поколений происходит. И Эрчин Бапагай как раз один из тех, кто будет претендовать на место сильнейшего. Да, несомненно, потому что здесь когда-то и старость уступит молодости уже. Потому что сейчас Эрчим какое сопротивление оказывает. Но я думаю, что еще с каким-то течением времени, к большому сожалению, никто из нас не молодеет. И время будет уже уходить и отдавать место другим. Да, а здесь, с другой стороны, вот как раз еще раз отметим, что Алекбин, конечно, он пока ориентируется на свои природные данные, на силу, на возможность своих как раз мышц растянутых, но вот техники у него не так много. Ну и по весу, конечно, он уступал Эрчину, это очевидно. Теперь следующая пара, которая поборется за бронзу, это венгерский спортсмен Алекс Веро и представитель Узбекистана Арифбек Италмасов. Ну, Алекс Веро достаточно интересный тоже спортсмен. И у него не все ровно получалось по ходу этого турнира. Были и схватки со счетом 1-1, но он очень опытный. И при этом надо отметить, что он достаточно возрастной уже спортсмен. Но пока продолжает еще выступать на высоком уровне. Когда масс-рестлинг выходил на международную арену, основными, кто из зарубежных спортсменов включился, это были представители вот силовых таких дисциплин, как пауэрлифтинг, стронгмены, особенно там западные спортсмены, американские, приезжали именно оттуда. Тяжелоатлеты также. Да, тяжелоатлеты, штангисты, да, тоже очень любят этот снаряд. Ну, а методика тренировки похожая. И вот здесь, да, Веро, особо не почувствовав сопротивления, вырывает палку в первой попытке у своего соперника. Делает шаг к бронзовому пьедесталу. Но еще, кстати, вот продолжая мысль про то, что из смежных дисциплин приходят в масс-рестлинг, мне говорили о том, что еще вот масс-рестлеры, многие не занимаются исключительно масс-рестлингом. То есть они как раз еще параллельно вот занимаются той же самой тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом. Да, безусловно. То есть они не, скажем так, узкоспециализированно именно тренируются по исключительно масс-рестлингу. Итак, вторая попытка. Теперь спортсмен из Узбекистана берет хват внешний. Внешний хват предполагает большее количество технических действий. Но, да, здесь тоже без шансов. Алекс Веро со счетом 2-0 одерживает победу. Да, мощь, вес. Фактор оказался существенный. Ну, его опыт, то, о чем ты говорил, за плечами этого спортсмена. Будем надеяться, что финал будет посложнее и все-таки удастся спортсменам навязать борьбу. Не хочется так, честно говоря, чтобы все было безальтернативно, да. Ну, Виктору здесь очень тяжело было сражаться. И с какими эмоциями он обращался к зрителям в первый день, когда вот из 5 схваток шла встреча. Что еще говорить? Палка у меня. Вот прям читалось. Да, по губам, мы не слышали. Но там были еще споры с командой соперника, конечно, потому что тоже были у команды претензии к наколенникам, в том числе потому, что они слишком высоко были подняты. Глава республики Арсен Николаев появился здесь. И вот выбегает молодой Евгений Попов. Но я, кстати, услышал еще и
главой Республики Татарстан Рустама Миниханова. Потому что Да, Дни да. Татарстана сейчас проходят в Якутске, и здесь даже на Исехе есть у Республики Татарстан свой шатер, где они тоже проводят свою программу. Энергию зала сейчас собрал, ну не зала, а арены. Виктор Колебабчук, его любят, аплодируют ему. Секундировать будет ему главный тренер мужской сборной России по масс-рестлингу. А Дмитрий Попов, чемпион мира в категории 105 килограммов, сейчас обстукивает и помогает Евгению Попову. Однофамильцы и одноклубники, воспитанники одного тренера. Дмитрия я спросил как раз после его финала, будет ли он выступать в абсолюте. Он сказал: нет, я не хочу, там ребята все-таки слишком тяжелые и не вижу смысла для себя. Ну что ж, могучие оба атлета. Напомню, что Виктор Колебабчук пришел в эту дисциплину из баскетбола. Он тоже достаточно двигательные качества хорошие. Плюс большая ладонь, кисть. Многие баскетболисты обладают настолько большой кистью, что могут одной рукой удерживать баскетбольный мяч. И вот как раз для этой дисциплины такие длинные пальцы, кисть — это помощь. Ну Да. и плюс длинные рычаги у него. Хорошее подспорье, потому что действительно ты как бы в мертвый захват закручиваешь пальцы, обхватывая палку. То есть тебе чуть-чуть полегче удерживать. Ну что ж, давайте смотреть за этой борьбой. Надеемся, что она окажется действительно очень-очень серьезной. Евгений Попов и Виктор Колебабчук. То! О! Сломалась Да, палка, да, сломали ожидаемая палку. вещь. Кстати, было мнение у специалистов, у ветеранов, что немножечко сыроват снаряд, невысушенная береза, поэтому ломаются. Возможно, это в этом причина, а может быть, все-таки такое тяговое усилие создают. Да, и вот она просто. Сейчас смотрим. В щепки. Вот у Дмитрия Попова, который не участвует, а который секундирует, вот обратите внимание, у него становая тяга 300 килограммов. У этих парней намного больше. Вот представьте, включились две силища с двух сторон. Да, тут бедная палка, естественно, не выдержала. Но, кстати, палка сама по себе, мы это тоже отмечали по ходу турнира, она достаточно легкая. То есть здесь действительно идет борьба именно с соперником. И вот так вот некоторые палочки поднимаешь, какие-то чуть-чуть тяжелее. Может быть, да, действительно, потому что недосушены. Какие-то прямо совсем вот легкие-легкие. И тут действительно ты сопротивляешься не снаряду, а ты сопротивляешься сопернику. Ну что, да, за счет того, что палка сломалась, счет 0-0. Попытка номер 2. По-прежнему внешний захват. Колебабчук берет внутренний. Женя Попов. Но Колебабчук любит как раз внешний захват. И старта выигрывает Евгений. Не отпускает руку сейчас Виктор Колебабчук. Попытка пройтись по доске. Опрокинуть соперника. Да, отпустил руку. Евгений, да, проигрывает 1-0. Проигрывает сейчас первую встречу, первую схватку. Но шанс был неплохой у него. Начало очень многообещающее. Но вот насколько выдержки хватило хладнокровию Колебабчуку потерпеть. Ну и плюс опыт, конечно, колоссальный. Стал смещаться, стал, может быть, включать плечи, пытаться Но они, да, нагрузку попробовали добавить. вот тогда пробежаться по доске, как раз сместиться в сторону. Но Виктор, да, он действительно за счет тоже своего опыта и умения, он прекрасно умеет ориентироваться в ситуации. То есть если соперника не получается перетянуть силовым методом, он пытается его опрокинуть. И вот здесь, да, вот касание как раз. А вот чем вызвано касание, даже не пойму. Вот отпустил руку. Колебабчук попробовал, честно говоря, и левое плечо сначала включить, потом сначала правое, потом левое добавил. А вот руку отпустил. Я даже не могу объяснить, вот чем это вызвано. Мне кажется, может быть, так, чисто по гримасе, когда он, так, гримаса сожаления была на лице, может быть, пытался как-то сместиться в сторону и отвлекся. У И в меня итоге- даже создалось впечатление, что он мог упасть и как бы подстраховал Да, себя да. рукой. Вот так вот я воспринял. Вторая схватка, хотя это третья уже, по сути дела, попытка. Так, внешний хват у Попова, внутренний у Колебабчука. Вторая схватка. Тараптан Дилахал, Валайда, Бараский Рекордок.
размотался бинт сейчас на локте у Виктора. Да, за эти годы много травм было, видите, и колени, оба колена и локти. В защите находится, внимание. Натяжение очень сильное уже. И сейчас, да, ищет рефери момент, когда палка окажется над доской. Женя, завяжи борьбу! И он это делает. Пошел в сторону, да, но плечом не касается ни один, ни другой. Палка упирается. Перетягивает Калибабчук, перетягивает, да, и разрывается захват. Хотя, это замечание... перекрут получился, перекрутил он палку. Перекрутил. То есть палка была не под 90 градусов, да, арбитр показывает дальше. жестом, перекрутил. Да, и за счет как раз того, что замечание 1-0. Но вот Виктор Калибабчук добавляет снова нерва, добавляет эмоций в своих схватках. Евгений, да, ну я имею в виду, да, что... этому поспособствовал. Знаете, сейчас очень важно, кто быстрее восстановится, потому что нагрузка, вот все на скорости, но нагрузка колоссальная, Они давление же очень повышается. долго, да, сейчас вот были в сопротивлении. Ну что, 4-й раз пытаются они перетянуть эту палку, а счет 1-0 по-прежнему. И старт. Но здесь, да, здесь уже Евгений Попов не смог сопротивляться долго. И Виктор Калибабчук. Он обратил внимание, уже на старте ягодицы были оторваны, выходил наверх, да. По-прежнему этот гигант, который сбросил вес, похудел здорово. Но самый, наверное, все-таки тяжелый на сегодняшний день, и больше 2 метров ростом. Из Смоленска Виктор Калибабчук доказывает, что в этот раз, на этом чемпионате, ему равных нет. И он становится 3-кратным чемпионом мира. Но, с другой стороны, скажем, что все-таки вот молодые и не признающие уже авторитетов спортсмены, видно, что его начинают чуть-чуть, но беспокоить и поджимать. Да, однозначно. Уже не просто дышат в спину, уже наступают основательно. Стремительный вид спорта, конечно. Все происходит фактически моментально. Зрители, видите, стоят, аплодируют, и Виктор пользуется этой славой, этим коротким мигом, собирает энергию аплодисментов. Ну и еще его традиционный жест, это поцелуй палки, и показывает его публике. И да, есть сейчас такой круг почета, вот мимо нашей позиции. Да, приближается, да. Да, вы слышите, как встречает чемпиона. Сегодня он самый знаменитый атлет в Якутии именно в этот день. Я думаю, что такой славы у него в Смоленске нету. Да, здесь, мне кажется, он прямо настоящий национальный герой. Давайте посмотрим еще раз, как развивались здесь события. Но здесь, да, может быть, пытался прием стойко попробовать применить Евгений, но его перетянул просто своей мощью Виктор Калибабчук. И вот здесь. И все, уже на свою сторону. И тут не было никакой необходимости удерживать палку в руках дальше. Вот интересно, ты говорил, что ты попробовал потянуть палку. Ну, ты попробовал в качестве мастер-класса, да? Ну, да, соревновательная история. Да, со мной, естественно, меня жалели. Потому что там даже, ну, в лучшем случае на треть. Потому что я соревновался, ну, пробовал, да, почувствовать это на себе с мастером спорта международного класса. Я прекрасно понимаю, что шансов у меня было немного. А я дело в том, что в 2000-е годы был помоложе, покрепче, и приезжая сюда на вот эти мультиспортивные национальные игры, пробовал участвовать, даже записывался в соревнования. Но вот в масс-рестлинг я не рискнул, потому что именно в мастер-классе я почувствовал, что здесь настолько сильное напряжение, уже суставы, связки и позвоночник не готов к такому, поэтому решил не рисковать.
В борьбе попробовал, скажем, якутские прыжки попробовал. Страшная история на выносливость. Есть состязание еще на выносливость. Да, насколько много ты сделаешь от этих прыжков, перепрыгиваний. Я помню, что в 2006 году вот камень тогда 110 килограммов мне удалось обхватить и оторвать, до колен не дотянул. Но даже шага не было, да? А последний раз, я удивился, прошло, это в 2016 году я здесь был, да, прошло 10 лет, я уже не смог даже его поднять, но кончилось тем, что я просто порвал себе джинсы в интимном месте. Но понял, что все, что значит возраст, уже это такая какая-то мировая тяжесть, непреодолимая. А молодые ребята с этим справляются, поднимают и несут. И, скажем, вот тот же Боголюбский, который сумел тогда пройти полностью стадион, развернуться обратно, дойти до конца, развернуться и еще там метров 5 пройти. Многие не доходили, даже стадион не могли пройти. Тут же, да, правила такие, что ты ходишь по стадиону, и причем сколько кругов ты пройдешь, зависит только от тебя, тебя никто не ограничивает. То есть нет такого, что ты дошел до точки, и там остановился, камень бросил. Идешь дальше, разворачиваешься и несешь его на стартовую точку. И еще один снаряд, который не покорился, вот я все пробовал, записывал соревнования, это вот эта якутская вертушка. Но это вот что-то тоже вообще гибкость уходит. Нереальное. Видимо, гибкость, качество человеческое, которое пропадает самым первым, скорее всего. Потому что, тогда это получается уже сколько, больше 15 лет назад, 2006 год, я так и не смог провернуться. Но, кстати говоря, есть спортсмены, которые тоже, у которых не получается выполнить это упражнение, которые участвуют в этих мультиспортивных играх. Уважаемые друзья, наша трансляция подходит к своему завершению. На этом чемпионат мира заканчивается. Для вас работали Роман Гришин и Владимир Ваницкий. Спасибо, Роман. Спасибо, Владимир. Спасибо нашим зрителям. Счастливо. Пока. Назия Майлибашева, Кристина Кочесокова, Элдана Балатбекова, Татьяна Баишева. Просьба абсолютного первенства среди женщин. We start the awarding ceremony of World Master Wrestling Championship. Продолжается у нас трансляция. Чемпионат мира по масс-рестлингу будет завершаться церемонией награждения. Please welcome Innokenty Grigoriev, the first vice president of International Mass Wrestling Federation, to Вообще award the исторически bronze на этих medal. соревнованиях, вот именно на народных соревнованиях в абсолютной категории разыгрывались очень солидные призы. Как правило, за первое место эта машина категории джипа была. Но здесь, в этом регионе, основной вид транспорта. Да, на более мягких машинах особо ты и не проедешь. Есть не дороги, а направления. Да, особенность. Иннокентий Григорьев проводит церемонию награждения.
бронзовых медалисток. Что касается особенностей дорог, все мы знаем, что здесь, даже на федеральных трассах, что такое мерзлота, она летом оттаивает, и поэтому огромные фуры, которые идут сюда с различными товарами друг за другом, случается, что неожиданно вот линза тает, они переворачиваются, перегораживают все это. Но, правда, местные условия, местный климат приучил людей к взаимовыручке. Тут же все включаются, стараются различными способами. Уже есть свои технологии, как фуру поставить на место, собрать продукцию. Вот, да, такие И как ее, особенности. да, сдвинуть дальше уже для того, чтобы она не буксовала в этой грязи. Ну и самое главное, вот уже Россия показала, что она умеет строить уникальные мосты. Крымский мост и остров Русский соединен с материком. Построят ли мост, ждут какого-то транспортного узла через Лену. Да, в Якутске очень нужен этот мост как раз. И есть две технологии, ну точнее обсуждаются две инженерные мысли и идеи. Мост, сложность моста в том, что вот ледоход, который начинается, настолько мощные эти льды, что не выдержит ни одна бетонная опора, ни одна бетонная конструкция. То есть или это что-то висячее должно быть, но опять-таки как это в мерзлоте. И есть гениальная идея, которую можно осуществить, это туннель. Туннель под рекой. Ну да, но как раз опять же придется его рыть в этой вечной мерзлоте, что... Тонкость в том, что под водой, под длинной вечной мерзлоты нету, а к берегу она подходит. Серебряная медалистка из Киргизстана Балатбекова Эльдана получила и там серьезные призовые, посмотри, 100 тысяч рублей. Не вижу, сейчас перекрыли нам фотокорреспонденты. 50 тысяч. 50 тысяч, да, за третье место. Вот сейчас хорошо было заметно как раз. Ну, наверное, 1,5 миллиона, не миллиона, хотя было бы неплохо, да. Сколько? 150 тысяч или больше за золото? Или 200. В 2 раза все увеличивается. Да. Татьяна Байшева. Да, сейчас. Золото, кстати, очень красивый дизайн у медалей. Он чем-то напоминает как раз вот этот национальный узор и национальное украшение, в котором здесь каждая женщина просто... Да, 200 тысяч, вот как раз. Каждый шаг — это в 2 раза увеличение призовых. Да, и еще там пояс чемпиона будет вручен сейчас Татьяне. Традиционно все медали к чемпионатам мира по масс-рестлингу готовит местная ювелирная фирма КРГ с очень интересным дизайном, с народным национальным колоритом. В этот раз тоже. Ну и гимн России в честь чемпионки. Еще раз поздравляем абсолютных победителей среди женщин 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу. Big hands to the champions of absolute weight category among women. Ну и, кстати, повтор, да, той самой золотой схватки Татьяны Байшевой. Ну, пока здесь она действительно не встретила серьезного сопротивления. Посмотрим, как будет на другом турнире. Через 2 года, раз в 2 года проходят чемпионаты мира, когда, может быть, полегче будет или будет проводиться в тех регионах, куда будут приезжать спортсмены, которые бойкотируют сейчас те или иные российские соревнования. Вообще сами спортсмены очень благожелательные. Я вот сколько раз видел американцев, которые сюда приезжали. Им очень нравится здесь и местный колорит. И, в принципе, нация такая заводная, озорная, она любит состязания. И ребята достойные приезжают. Да и в целом, как люди-то, они ничего против нас не имеют. Вопрос только в политике. Да, и конкуренция тогда будет интереснее. Тогда будет не так однозначно, может быть, и для Татьяны, и для Виктора Колебучука.
Ну, кстати говоря, в 2018 году он финал чемпионата мира проиграл грузинскому мастеру. Но и здесь сами как раз спортсмены, они тоже говорят, что нам бы хотелось тоже чуть большей конкуренции, потому что мы теряем чуть мотивацию, когда мы так вот сравнительно легко выигрываем у наших соперников. И хочется именно, вот, чтобы тебя это разозлило, что в какой-то момент, то есть, там счет 1-1 или даже, может быть, проиграть в каком-то круге. Ну, очень интересную идею предложили Федерация масс-рестлинга. Дело в том, что сюда приехали два университета российских, которые привезли иностранных спортсменов, представляющих разные континенты. Это студенты, которые учатся в России, но которые готовились и тренировались, не только изучали, а тренировались к состязаниям по масс-рестлингу. Идея в чем? Так или иначе, они сегодня-завтра закончат, станут выпускниками, вернутся в свои страны, они будут там уже на месте эмиссарами масс-рестлинга. То есть свою школу какую-то, да, открывать. Безусловно. Вид спорта не затратный, копеечный в этом смысле. Ну, то есть, да, тебе нужна только плотная доска, ограничители этой доски и палка. Палка сама, да. Александр Николаевич Кимкенмен, значит, будет вручать медали мужчинам. Ну вот, Эрчин Бапагай, который в индивидуальных соревнованиях самое серьезное единоборство предложил Калибовчуку. Из 5 схваток и 2 сломанные палки. Вот так продолжалось. Это первый круг был состязаний, тяжелейший для чемпиона будущего. Он здесь бронзовую награду. Ну и венгер молодец. Да, он достаточно легко, еще раз напомним, у Арифбека Талмасова выиграл. Ну, здесь уже в финале, в своем малом финале, 2 из 2 реализовал. Такие же призовые. Бронза по 50. 100 получается за серебро. И 200 за золото, да. Гуляев Михаил Дмитриевич, да. Президент Всероссийской Федерации. Когда-то был министром спорта республики, вице-премьером. Все, обратите внимание, в национальных костюмах. Опять-таки, если для нас завершается чемпионат мира, то здесь сегодня главный праздник народа Саха. Это встреча Нового года, по сути дела, встреча солнца. И сегодня, сколько вы добирались? Я 4 часа ехал. Но мы очень рано просто выехали. Во сколько? Мы выехали в 8, мы уже стартовали, но все равно добирались часа 3, наверное. То есть мы приехали... 8:30 и уже 4. Нам рекомендовали в 5-6, но мы не рискнули здесь провести в ожидании трансляции столько времени. Но мы еще успели на начало, мы посмотрели, как основное празднование было. И сегодня всю ночь, ну, ночь относительно, потому что белые ночи. Да, ночи здесь, да, такие. А буквально отъехать, если там 200-300 километров к северу, так там солнце не заходит уже. И так вот будет буквально несколько недель еще. Весь июнь и в июле продлится. Да, сейчас в Якутске такие сумерки, которые не самые темные, и при этом часа 3 они максимум длятся, и потом дальше солнце снова встает. И вот он, самый сильный масс-рестлер, самый сильный представитель этой дисциплины, российский спортсмен Виктор Калибовчук. Но 3 российских флага вообще на пьедестале, как мы видим. И 3-е, и 2-е, и 1-е место. То есть только вот лишь Алекс Веро еще затесался в бронзу. Виктор вообще профессионально отрабатывает миг победы. Но это тоже опыт. Зачастую российские спортсмены, вот особенно в единоборствах, скромничают, побаиваются камеры. А Виктор уже знает, что это такое. Да, и что с камерой надо работать, и ее лучше любить. Да, и гимн, конечно же, в честь победителя.
the Russian Federation. Уважаемые любители масс-рестлинга, суждены специальные призы для вручения годовалого бычка. На сцену приглашается директор предприятия «Якутский скот». Есть еще особые национальные призы. Годовалый бычок. Ну, то есть все как в старину, да? То есть это А кому? Ну, надеюсь, не Виктору, он же самолет его с собой не заберет. будет, оставит его здесь, будет навещать, прилетать. 1 year Не old. только джип можно было выиграть, но еще и полезного хозяйствия животных. До автомобильной эпохи, конечно, приглашается вручали Александр быка, Евгеньевич. лошадей. Директор предприятия «Якутский Отметим, скот». что в Якутии есть своя уникальная Он присужден порода специальный лошадей, приз. которая кормится Годовалого самостоятельно, и присуждает зимой и летом победителю. она зимой добывает из-под снега корм. Низкорослая лошадь, обладающая уникальной выносливостью, и это лошадь, у которой не изменена кровь. Это лошадь вот изначальная, потому что современные различные скаковые Ну, породы. их же выводили уже, да? Да, есть там, я знаю, английская порода, французский рысак, Арабские эти, орловская, сказать, там, вот арабские, да, и так далее. Идет селекция, смешение, пытаются улучшить скоростные качества. Ну, а эта лошадь вот неизменная. И морозостойкая, что еще надо Да. отметить. Büyüğünü haman sayın kelbitnen, ürün tunağı hığınan, eğini barıtın, kahına, haka hüyötün, tirilti ağdıttan, ikidik istinlik ağırdır, yapın bağırabın, haka döne boğular bu pıhıttan, bihigetten, federasiya gördüğünden bir ihi, boraskını tururdu bud, ontoypun kıyılaqqa, Viktor Kalivovchukka tuttar yaktaqpın. Kelime ergin. Так, ну, дорогие друзья, сегодня специальный приз от геноподного казенного предприятия «Якутский скот». Бычок 21 года рождения якутской породы вручается Виктору Колебовчуку, абсолютному Все-таки чемпиону Виктор мира. Бычок. Ну, как победителю, да, вот ему и достался. Выведут ли его только этого бычка или нет все-таки? Александр Ильич, огромное спасибо. Но Виктора Колебовчук, я давно говорил, и вот сегодня бычка подарили, так что Якутии надо завести свое хозяйство. Вот так вот, свое хозяйство завести в Якутии. Ну все, да, хорошее начало с бычка. Здесь вот в Якутии. Уважаемые остаться друзья, жить. на этом наша У него трансляция желание такое есть. с 4-го чемпионата мира Так что не 2020 случайно. года завершается. Для вас работал Владимир Иваницкий и Роман Гришин. счастливо, до встречи, еще поборемся. Пока. Вот идет